Пойдем. Всем привет! Мы сейчас в парке Патриот. Супер парк. Знаете, честно говоря, мы про этот парк не знали. Вот когда в отпуске были в Индии, вот один индус русскоговорящий нам сказал, что у него мечта поехать в парк Патриот в Россию и посмотреть все техники, которые есть здесь. Военная техника. И вот мы приехали в этот парк Патриот. В общем, сейчас будем идти с детьми. Сейчас пришли, у меня много помощников, 3 их аж. И будем все смотреть. Вот, значит, он находится там. Пап, а дорогие друзья, в общем, этот парк очень большим оказался. Мы не сможем тут на великах проехать до него. И поэтому папа сейчас пойдет за машиной туда, и он уже идет. Все лучше за машиной, парк огромный, пешком не получается ходить. Все, пошел за машиной. Сканер, вылазь в камеру. Здоровайся. Вот этот автобус, в общем, вот этот автобус ведет людей разных. Но мы на своей машине. Вон там какие-то, вот эти велосипеды на прокат, а здесь просто. А там вот у меня многодетной семьи бесплатно. Это армия России, вот здесь написано. Все сможете прочитать. Тут продают какую-то еду, напитки. Рис Экспо. Я не знаю, что это значит. Кто знает, пишите в комментариях. Небольшая звезда. Красивое место. В общем, дорогие зрители, папа уже приехал заранее, мы сейчас поедем в парк сам. Здесь играет музыка. Мы микрофоном жалко не взяли, а это что такое? Мы микрофоны не брали, но мы их не установили. Поэтому приходится громко разговаривать. Мы едем в парк, видите, насколько большой? Сейчас мы у сотрудника этого парка спросим, куда нам ехать и как. И все. Вот там, ну вы поняли? Здесь мы уже были. Получается, что сотрудник нельзя входить. Она получает за это автобус, да? Да. За ней езжайте. Спасибо. Нам все объяснили. Спасибо большое. Нам все объяснили, мы едем. Лес очень большой. И я вам покажу что-нибудь интересное потом. Смотрите, какие здесь аттракционы. Я даже не ожидал, что в таком парке есть аттракцион. Вот этот аттракцион, с него скатываете, и там большая такая горка. К сожалению, я не успел снять. И вот сюда мы сейчас зайдем. Вот автобус. Мы, походу, сейчас зайдем. Но не в этот аттракцион, а вот сюда, куда-то в это здание. Сканер, улыбнись. Вот мы подъехали поближе к этому объекту, он реально очень красивый. А рядом Volkswagen нельзя? Объект. Место ДПС. Машины всякие. Это уже не интересно. Ребята, в общем, здесь какие-то экстремальные виды военных спорта будут, в общем, но это позже, оказывается. Сейчас мы пойдем, где будет выставочный центр у них с той стороны, и дальше будем показывать. В общем, здесь очень круто, приезжайте. Люди даже из-за границы приезжают. Оказывается, мы живем в России, не знаем про этот крутой парк военный. В общем, будем вам показывать. В этом здании есть техника, которая помогла нам выиграть Великую Отечественную войну. Мы сейчас в него будем ходить. Пойдемте. Идемте, армия. Друзья, вот мы уже зашли, здесь много разной техники, можете посмотреть сами. И первая техника, которая мне попалась на глаза, это командирский автомобиль ГАЗ-64 СССР. Дальше мы видим атреличительский тягач ГАЗ-67Б СССР. Благодаря вот этой технике все мы победили фашистов. Благодаря всей вот этой технике мы победили фашистскую Германию. Вот форма солдата обычного советского. Это форма обычного советского солдата. А это я не знаю, что это такое. Это, наверное, связано еще было. Это флаг же, да? Это знамя. Это знамя. 7-я отдельная танковая бригада. 7-я отдельная танковая бригада. А вот эта пушка. Оказывается, все эту технику одно частное лицо взяло и отдало государству как экспонаты для музея. Посещение людей. Вот это. А почему она такая маленькая?
отсюда стреляют. Ой, дырка маленькая. Дырка почему-то маленькая, хоть она должна быть вся по диаметру. Это специально так делают, это музейный экспонат. Заделали. Да. Чтобы не стреляли дети. Ладно, прикалывай. Это бронеавтомобиль БА-64 СССР. Слава отважным разведчикам, здесь написано на бампере. И он весь бронированный, как вы видите. Родину. Сюда нельзя. Вон там видите пушку. Дальше идет газ топливозаправщик. Это топливозаправщик. Прикольно. Он, в общем, никто не знает, что это значит, но типа... Велосипед. Велосипед, на котором можно еще ездить. Покажи вот эту. Вот эту картинку покажи. Это велосипед старше меня и тебя, скорее всего, на 50 лет. А мне как дед. Это, в общем, это долго и скучно, если я буду объяснять. Так что давайте быстро пробежимся. Благодаря всей этой технике мы выиграли в Великой Отечественной войне. Так что давайте быстро пробежимся, вы посмотрите всю технику и уйдем. Смотри. Это уже у немцев было, скорее всего, Прикольно. А вот ржавая машина, это артиллерийский, вот это, короче, тягач. вот в них снаряды таскали. Это White Tail 37 итальянский. Вот этот, который ржавый, он итальянский. И вот этот итальянский тоже. Смотри, даже написано на другом языке все. Куроди спредизоин. В общем, дорогие зрители, быстро здесь все посмотрим, какие большие колеса, всякое разное. И уходим отсюда, чтобы вам не было скучно. А то я знаю вас всех. Вы не любите все скучное, так что будем веселиться. Дорогие подписчики, пожалуйста, не забывайте поставить лайки, подписаться на канал. И... там самолет. Ладно. Благодаря вот этим мотоциклам, это Урал. Короче, было все. Зимой даже на этих велосипедах. Даже здесь BMW есть, вы BMW, что? Германия. Даже здесь BMW есть, вы что? Благодаря этим мотоциклам зимой даже ездили. А это уже немецкая техника пошла. Это все немецкое. Это минометный прицел. Я не знаю, откуда, как я это прочитал быстро, ну ладно. Сейчас самолетом пойдем. Это сюда теперь придем, покажем вот технику уже воздушную. И там даже Катюша есть, как я вижу, и разная другая техника, и ракета большая. Немецкий Мерсик. Даже здесь Мерседес есть. Вы понимаете, насколько они были крутыми и блатными, эти немцы? Ну все-таки проиграл это блатную. Ну, Мерс, это блатная машина. Смотри, какая железка большая. Это что такое? Я понял. Папа, снимай. Это вот это от лодки, смотри. От лодки большой. Видишь вентилятор в воде, который должен быть? Это движок, да? Движок, походу. Я не знаю. Кто знает, пишите в вот комментариях. Кто знает, пусть пишет в комментариях. А вот это да. А это я не знаю, но папа знает, как я понимаю. Не знаю. Не знаешь? Знает, пусть пишет в комментариях. Пишите в комментариях, здесь не написано просто. Я тоже Но я сейчас у сотрудника спрошу, он мне расскажет, а я потом, тот, кто правильно ответит в комментариях, тот будет в следующем ролике. Его комментарий будет высвечиваться в следующем ролике. Т-31 664 Пампанга 60. Короче, что-то сложное, я не смогу прочитать. Японский мотоцикл. Мотоцикл Рико Туре 97 Япония. Я даже с тоннами прочитал правильно. Вот бы мне прокатиться на таком байке.